Начиная рассказ о себе, наверное, начну с того, что родилась и выросла я в небольшой на сегодняшний день христианской семье. Не могу сказать, что мои родители, конечно, очень набожные и придерживаются религии, то есть христианства. Но когда я решила принять ислам, были определенные трудности. А началось все с того, что когда я заканчивала школу, уже был последний год, я встретила на улице девочку-мусульманку. Живу в маленьком провинциальном городке, и там мусульманок было, по-моему, тогда 3 или 4 женщины всего покрытые. Вот. И я шла по улице, увидела ее. Мне показалось странно и удивительно, это почему она в платке, кто она такая вообще, почему она так выглядит. Спустя некоторое время я познакомилась с одной мусульманской семьей, именно мусульманской, могу сказать, а не татарской. То есть они были религиозно практичные люди, они читали намаз. Вот. И мне очень понравилось их взаимоотношения. То есть как семья, как муж относится к жене, как жена относится к мужу. И с тех пор ислам мне начал ассоциироваться с чем-то, с хорошей, дружной и крепкой семьей. Я закончила школу, поступила в институт, приехала в Казань, начала здесь жить. Естественно, все это я забыла к тому же времени. И на первом курсе, здесь все интересно, новые люди, новая жизнь, далеко от дома, нет контроля. Но однажды я сидела в интернете и познакомилась с людьми, которые учатся в Алясхаре, с мусульманами. И мы начали с ним разговаривать по поводу религии, и я вспомнила те свои чувства, которые я испытывала тогда к тем людям, к той семье, ту нежность. И на самом деле, наверное, мне тоже этого захотелось, в действительности. И так, слово за слово, мы начали разговаривать, обсуждать с ними ислам, так как я себя считала, конечно же, христианкой, потому что когда мне было 5 лет, по-моему, меня крестили все-таки, и дома у нас тоже не без икон, то есть это есть, там поход в церковь, там раз в год это практикуется. Я, конечно, выступала за свою религию, можно так сказать. Когда я заканчивала уже первый курс, я шла по улице, и там на улице продавались книги. И была одна книжка «Прямой путь к Богу» называлась. Написал ее русский человек, Всеслав Полосин. И я думала, русский? Я возьму. Я ее взяла, начала читать, но тогда у меня был очень низкий уровень, так скажем, познания и Библии, и Корана, тем более, поэтому я не смогла ее прочесть. Так, слово за слово, я продолжала общаться с этими ребятами и общаться с этой семьей мусульманской, и действительно поняла, что в этом есть что-то. Я начала этим интересоваться более глубоко, я заинтересовалась сравнительным религоведением, то есть я сравнивала христианство и ислам. И в какой-то момент я решила для себя, что я тоже хочу стать мусульманкой, я тоже хочу читать намаз, я тоже хочу одевать платок. Но стояла очень такая глобальная, очень актуальная на тот момент проблема, как это все организовать, непонимание родителей, непонимание общества в целом, как это все сделать. Я очень боялась. Когда я впервые попала в мечеть, апа, которая меня привела туда, кто помогла мне сделать шаг и зайти действительно в мечеть, она познакомила меня с девушками, с сестрами. И с их стороны я встретила необыкновенную поддержку. Я встретила удивительное желание помочь. И я, на самом деле, очень удивилась этому, почему посторонние для меня люди, которые видят меня, возможно, в первый раз, может быть, они вообще никогда больше не видят, почему они мне хотят так помочь. Мне очень это привлекло. С кем-то я
Потом дальше стала общаться, очень полюбила, и сейчас мы до сих пор общаемся. Вот эта вот сестринская любовь, которая существует в исламе, я думаю, что для каждого человека, который принял эту религию, любовь между сестрами, между братьями, между собой именно, я думаю, она каждого человека так подзадевает немножко, потому что когда человек принимает ислам, он должен перешагнуть определенный барьер, он должен наступить где-то на самого себя, наверное, чтобы сделать этот шаг в нашем на сегодняшний день обществе. И когда он встречает вот эту поддержку со стороны приверженцев его же религии, это дает ощутимый такой потенциал и желание идти дальше, желание стараться, особенно когда есть пример очень сложной дороги к исламу. Когда есть пример, есть такие сестры, на которых я смотрела, действительно равнялась на них, у которых были намного больше проблем, чем у меня. Они намного тяжелее шли к исламу, чем я. Но они все это выдержали, и это дало очень большой потенциал на самом деле. Когда я встретила эту поддержку, когда я встретила эту любовь и радушие, я поняла, что действительно ислам — это то, что мне нужно. Это то, в чем я нуждалась, то, чего мне не хватало по сей день. Немного позже я встретила такое же отношение со стороны мужчин-мусульман. То есть определенное разграничение в общении между мужчинами и женщинами. Но что касается помощи, если необходима помощь, то несмотря ни на что, братья стараются помочь, стараются поддержать всячески. То есть кто-то подключает к этому своих жен, если, допустим, необходима женская сторона, женское участие. Кто-то старается так помочь. Но в любом случае это любовь между верующими. Она присутствует, она наблюдается, она фиксируется сейчас и очень притягивает этим, я думаю. Но в действительности ислам меня, наверное, привлек все-таки взаимоотношения мужа и жены. Если так вдуматься, первое, что натолкнуло меня на мысль, первую чистую сторону ислама, которую я заметила, это именно семья. То есть их дружелюбность, их отношения, взаимоуважение, поддержка какая-то, что, например, я не наблюдала в наших семьях христианских. А потом уже, познакомившись с мусульманками, с девушками, пообщавшись с людьми разного уровня, то есть и с теми, которые уже очень давно в исламе, с теми, которые с рождения в исламе, и те, кто непосредственно, как я, только-только вот встает на этот путь. На самом деле мне это очень многое дало. Я поняла, что в чем вот заключается именно необыкновенная сила ислама, именно в вере, именно в силе духа, именно в самообладании. И я считаю, что женщины-мусульманки на самом деле очень сильные женщины, потому что необходимо иметь определенную силу, чтобы сказать обществу на сегодняшний день нет. Сказать обществу, что я не такая, что я не буду одеваться так, как одеваетесь вы, к примеру. Что касается даже покрывания, хиджаб, ношения хиджаба летом. То есть жарко, трудно. И когда на улице на тебя особенно еще смотрят и крутят пальцем в виска, типа ты нормальная вообще. Вот. Я считаю, что совладать с собой здесь тоже нужна определенная сила. Но все это происходило очень постепенно, плавно и по ступеням, я бы даже сказала.
То есть сначала мы для себя приняли намаз, то есть необходимость чтения намаза. Потом мы приняли для себя хиджаб. Вот так плавно, постепенно, и уже через это, может быть, каждая из девушек, которые здесь практикует религию, она сама себе доказывает, что действительно ислам — это истина, что действительно это тот путь, который предписал нам Аллах, что мы должны действительно следовать ему.